Что, дайте Да, мне взятку? сказал, Прямым текстом? Конечно. А каким еще текстом давать? Он на суде же признательно показатель. Да, у меня есть, вот Насколько сейчас я у меня знаю. в данный момент есть я просто волнуюсь, есть Ну, приговор. как эти случаи? Вот мои случаи, вот Арнольд Павлович случай, да, сколько за деньги, сколько, 2 миллиона или сколько, 4 года, 2 года тащили? 3 года. 3 года. А у меня вот даже, получив документы, тех условий, да, подключиться, перенести это низкое давление газа, 2 года, вот в этом году только дали, в прошлом году, то есть. Хорошо, давайте мы... Производство, вот, а вы спрашиваете там, это все Давайте не мы только всё-таки- там, а вообще суть дела в Мы том, документы решили- затягивает, мы там, сверху решили- задание дают. Вот, и в этом случае глава запретил им, а в моем случае, вот тот, который там, вот, друг Ирины Сергеевны, там, который все время боролась там, вот он и в том числе глава тоже там, почему мне вот до сих пор газ, канализация не решено? Задание мэра города было там, Игнатенко там, что мне... Коррупция? Такой же случай. Меня Понятно, просто я спросили. думала проверять. Не-не, это Нет, было- Сергей хочет сказать о том, что она не специально пошла Да. там жаловаться Да, куда-то мы на поняли. Наговицына. Ее прокуратура начала проверять учебное заведение, И меня дошкольное, да? просто Выяснили сказали, это оплатила платеж. счета, да. да, они как бы выполняли свою работу, да? Как бы свою работу, и было как-то, ну, такая атмосфера такая скучная была в прокуратуре какая-то. И я тут, Без оладьи. такая, я не, Решили повеселиться. не, ну я это, и меня спросили, я ответила, да, я просто ответила. А потом, откуда я знала, что они там будут? Я подумала, что его, ну, что-то спросят, там, нервы помурыжат, как меня со статистикой, да? Ну, ушла, а потом вот началось 15-го задержание. И там, как бы, они стали писать там угрозы, проклятия, камлания, шаманизм. Я же, как бы, это все равно, как бы, приравнено к тому, что если бы вас проклял, да, Папа Римский, просто, или отлучил от церкви, вот так вот они прям писали, да, вот, что вот Сянельке, да, вот такая-то из такого-то улуса невестка, которая захватила все наши земли, правнучка, там, Анчары, Чочабая, туда-сюда, выход не якутской национальности, у меня где-то венг. И это они туда приплели. И Манчары они туда ко мне приплели. Ну, хорошая история. В конечном итоге запретили всем приходить ко мне в магазин. И у меня выручка стала 500 рублей. Со мной люди в магазине, в моем магазине разговаривали шепотом. Что они зашли к вам, да? Да, ситуация, например, мой сын, да, ну есть же там ребята, он сейчас учится в Якутске, а до этого он учился в Чурапче, и там у него есть друзья, одноклассники, да. Там вот ребята, да, которые как бы не очень понимают, ну они же деревенские ребята, да, не очень понимают, там, ну аполитичные дети, да. Им главное поиграть в стрелялки, там, погонять. Так они даже в Инстаграм, да, его одноклассники, друзья, дети, которые знают мою семью, очень хорошо, которые у меня ночуют, которые у меня едят, которые справляют свои день рождения у меня. Они в Инстаграм выставляли посты в защиту Наговицына. Это вот, они даже детей использовали, моих соседних детей. Это же на тебя тоже как бы давление, и на моего сына давление же. Причем тут его одноклассники? Они хотели заставить меня, как бы, ну, вот ребенком, который был там, да, как бы, маленький же, школьник же. Человеку было в прошлом году 15 лет. Даже через сына вот они пытались вот как бы. Потом они же устроили на Кирова, тут землячество же есть, да, в бизнес-центре, они устроили сбор подписей. Ну и вот сестры родные, ну это двоюродные моего мужа, они шли и подписывались за Наговицына. И сразу шли к его матери успокаивать его. Они еще рассылки отправили по группам, да, что надо что-то сделать с его мамой. У меня матери нет, умерла, когда мне было 12, а у него мама жива. А что с ней надо сделать? Поддержать? Ударить. Вот они призывали там в WhatsApp-группах это. Вы представляете, как бы стравливали. Ей звонили вот старушки, да, вот какие-то, да, друзья ей, ее подруги, и кричали на нее из-за Наговицына. Ей 76 лет, она на улицу выйти, ну, весна же, март, она сама, не знаю, сколько Бог человеку дал жить. А давайте сделаем что-то с ее матерью. Прямо в WhatsApp рассылка. Ну, и я понимаю, если бы это была моя мать, да?
Она же несет за меня какую-то ответственность, плохо воспитала или как-то в этом духе. Ну а при чем тут его там? Ко мне предприниматели в районах, когда я езжу с отчетами правительства, да, в прошлом году Усть-Алданский, Хангаласский, в этом году Мирнинский, сейчас Мамиконский по всем поселениям поедут, они подходят, и когда у них есть проблемы, они вот так вот тихонечко на ухо мне говорят. Я говорю, а почему вы мне дайте фактуру, чтобы я могла дальше как-то это отрегулировать, там, заявить в прокуратуру, я сама это сделаю за вас. Они говорят, нет, Ирина Сергеевна, мы боимся. Все боятся там, А все места боятся же, там, да. Если там такой климат, о каком развитии бизнеса мы можем Естественно, говорить? там, естественно, Хорошо. это не только Щеровчинского, во Да. всех улусах, всех на северах тоже там. Вот один случай был, тоже по Щеровчине, да, который завели уголовное дело там. Мы вот Наталья ходили все по кабинетам прокуратуры, еле вот сняли уголовное преследование там. Прокуратура вот так работает это. У нас есть, то есть, Министерство предпринимательства, да, общественная организация «По России», «Деловая Россия», «Вместе мы сила», все, если выскажут свое мнение хотя бы, да, об этой ситуации, чтобы не было одного мнения. Сейчас пойдет обратная реакция, вот тот же вот этот Наговицын, да, он выйдет на вас и скажет, Саргы, там опять туда-сюда, ну, притормози, и вы сейчас начнете опять тормозить, и потом уже, потом, когда вы повторно придете, мы уже все отвернемся от вас. Потому Вы- что вы я вообще готовы идти должностное до конца? лицо, Вот, да, да. то есть я некоторые Да. вещи вообще не имею права комментировать. Например, когда шел суд, да, и если бы я начала там как-то чью-либо сторону занимать, там, ну, у меня тоже есть за это серьезная ответственность, да, поэтому мы здесь сейчас не говорим о том, там, не даем никаких оценок. Мы хотим вас поддержать и поддержать позицию непосредственно, что можно открыто говорить о каких-то проблемах. Потому что сейчас все предприниматели боятся же так же, как и вы. Да. Если я скажу, если я заявлю, то на меня начнутся гонения. Мы тем самым покажем, что не страшно говорить открыто, что никто ни с кем ничего не сделает за то, что ты говоришь правду, да, открыто в СМИ.